У учеников единственной в Самаре татарской школы ответственное задание. Они встречают гостей сельского праздника труда Сембеле, одеты в национальные костюмы, в руках традиционный чак-чак. Антураж, как в настоящем татарском селе, и так уже 13-й год подряд. Раньше он проходил в маленьких залах с малым количеством людей, без привлечения инородных, иногородних, без артистов. Но на сегодня у нас он проходит. Мы в этом году пригласили в гости передовиков сельскохозяйственного производства 5 районов наших, где компактно проживают татары. Например, Камышлинский район, где 80% населения татары. Им поэтому и родной язык удалось сохранить, и традиции. Так исправно отмечают Наурус, Сабантуй, где даже скачки проходят. Но главное, население здесь ориентировано на сельское хозяйство. Говорят, это продиктовано интересами предков. Это историческое дело народа, татарского особенно народа. Это землепашец, это скотовод, и это вот люди, которые всю жизнь трудились на селе и добивались больших успехов. Этот год как никогда в Самарской области выдался урожайным. Настроение местным аграриям подпортила разве что осень, которая немного замедлила ход уборочных работ. Тем не менее, с гектара фермеры в среднем получили по 50 центнеров. В принципе, ведь не только тот, кто работает на селе, тот, кто механизатор, тот, кто хлебороб. Это праздник, наверное, и горожан. Почему? Потому что у многих есть дачи, есть садово-огородные участки, там тоже собрали хорошие урожаи. Поэтому и не грех как горожанам, так и сельчанам отметить окончание сельскохозяйственных работ. Тем более, что татары издавна праздновали Сембеля в середине осени. Правда, Самарская автономия решила внести изюминку в торжество. Так, в этот день были отмечены лучшие хлеборобы области. А гости, посетившие Дом культуры, стали участниками выставки, в которой нашла отражение культурная жизнь местных татар. Эмилия Хаким, Антон Королев, ТНВ, Самарская область.